И снова здравствуйте, как говорят у нас в Одессе. Что-то я вспомнил даже, сейчас только понял, что не зря. Не зря. У нас в гостях одессит Алексей Гончаренко. Привет. Приветствую. Вот, но он не просто одессит, это такой всем одесситам одессит, я бы сказал. Человек, который не только даже как представитель партии Европейской солидарности, а сколько даже и как лично, мне кажется, не знаю, что тут больше, так бился за ТР всегда. Просто он делал это так, что не ища славы никакой себе и не вешая медали на грудь, но я это знал. Я знал, что он не ищет себе этой славы, я публично ничего особенного не писал. Да? Я про ему просто лично говорил, спасибо тебе большое, и сейчас говорю, спасибо тебе большое. Спасибо большое. Я буду всегда бороться за ТР и за все, что необходимо для того, чтобы голос Крыма звучал, а Крым как можно скорее вернулся домой под контроль Украины, и крымские татары себя чувствовали там свободно, так как должны у себя дома. Вот... Что я могу сказать политикам разным? Будьте как Гончаренко. Я не про партию говорю. Для меня все партии более или менее, ну кроме одной вот этой на букву «Ж», да? Будьте как Гончаренко и все. Будьте людьми, патриотами, не юлите, не придумывайте ничего. Это некрасиво, выглядите плохо. А Гончаренко хорошо. Спасибо за доброе слово. Там сейчас режиссеры наши ищут дошли уже, да. Извините, да, меня ругают в ухо, что уже нашли давно. Все, простите меня, ВТР прекрасный коллектив, вот, все у нас будет хорошо, и сейчас мы покажем, почему будет у нас все хорошо, потому что очень много, на самом деле, людей, таких, как Алексей Гончаренко, в разных странах они есть, у нас в стране есть, в парламенте, и в правительстве есть, и вообще везде есть нормальные люди, но Алексей Гончаренко человек, который, как мы знаем из опыта, из горького опыта российской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы, он умеет все еще и формулировать очень коротко, понятно, ясно. Его выступление в вчерашней Верховной Раде, ну, я бы сказал, да. Давайте еще раз послушаем, кто еще не слышал. Де законопроект про корінні народи, який сьогодні чекають кримські татари? Де на нашому порядку денному постанова 3766 про схвалення санкцій проти тих, хто бореться проти нашої цілісності і суверенітету України? Де постанова 3447 про переслідування Православної церкви України там, в Криму? Давайте нарешті припинимо розмовляти і якісь балачки робити. Давайте робити, щось діяти. В нас в лютому буде 7-ма річниця подій в Криму. День супротиву, коли Крим захоплювали вороги. Давайте ми зараз в лютому хоча б присвятимо Криму, Донбасу, окремі дні сесійні і приймемо важливі рішення. Слава Україні! Ну, смерть врагам. Что я могу добавить к этому? Алексей, вопрос. Вот я сегодня эфиры буду проводить в нашем марафоне с таким психологическим подтекстом. Я хочу поразмышлять о корнях вот этих явлений, такого отношения к крымским татарам. Почему постоянно у этих каких-то чиновников, у которых все время появляются новые фамилии, и это не важно, как их зовут, да, возникает идея нас попрессовать. Вот она вроде как-то должна была отвалиться, как хвост у обезьяны, да, после Майдана и после оккупации. Ну, как бы все уже, по-моему, когда сказали уже не Порошенко, и не только Порошенко, говорили, что тогда еще, это 16-й год, что все, ну, понятно, почему Крым, вот с Крымом случилось то, что случилось. А последствия Донбасс, это же тоже рикошет от Крыма. Потому что ставили на русские элиты, ну, на братьев вот этих вот, да. Татар считали крымских, крымлы считали ненадежными. Вот, не доверяли, никуда на работу не брали, ну и так далее, и так далее. Но это, ладно, ну вроде бы должно это пройти, но это продолжается. Объясни мне, вот как ты человек в политике, у тебя тоже, наверное, эволюция взглядов какая-то была там, да? Ты что-то узнавал новое. Ты же не знал про нас наверняка ничего лет 10 назад, да? Да. Вот просто честно такой, да? говоря, какие-то вот эти на кривых конях, значит, с кривыми ногами, вот там где-то в степи, вот это, прискакали из Монголии, да? Я знал, что есть такой коренной народ, но я практически никого не знал, лично не видел, настроения не знал. Ты же понимаешь, что у нас вот учебник, берешь учебник, вот первым делом, когда человека хотят сделать идиотом, ему дают советский учебник истории. И это можно даже не бить по голове ничем тяжелым, просто дай вот эту главу «Татаро-монгольская ига». Открываешь эту главу, и вообще слово «татаро-монгольская ига» же русские придумали, да? Вот почему, интересно, татары и монголы, татаро-монгольские, а почему у татаро-монгольского народа, вот у татарского, грубо говоря, ну в целом там разные татары, название такое, да, ну условно говоря, у тюрков и у монголов нет ни одного общего слова, нет ни одного общего блюда, они даже чай по-разному заваривают. Да,
да? И как вот, что это за народ такой, что это за иго? Вот мы с тобой идем игом куда-то, да? Ну, наверное, ты начнешь там что-то делать, как я, да? Ну, одно слово у нас общее точно появится. Там, да, какой-нибудь там, типа вау или там отстой, да. А тут ни одного слова, ни да, ни нет, ни черное, ни белое, ничего общего. Но татаро-монгольское иго. А кто спалил Киев? Татары спалили Киев. Какие татары? Какие монголы? Где? Кто? Кто здесь был? Мы жгли Москву, а дети в школе в Киевской рассказывают, что крымские татары Киев палили. Что тут это самое, ты понимаешь? Мы вместе воевали против русских. Жаль, не додавили, да, в свое время. В учебнике истории написано, значит, нет, дурак, смотри сюда. Татары враги. Понимаешь? Это на самом деле есть проблема корнями далекими, это правда. Но я думаю, что сейчас есть какая-то такая странная история, действительно, что чиновники садятся, и то ли они хотят, чтобы их как-то особенно просили. Может быть... А может быть это. Как-то просили, да. Да, может быть. Ну, действительно, я не понимаю, почему, от чего каждый год. Вот каждый год. Вот, как вот, добрым утром, снова елка, здравствуйте. Снова да, здравствуйте. Да. Вот там елка, снег, да. Январь, наступает февраль, все, проблемы у АТР. Почему? Что? Ну, неужели нельзя один раз? И уже мы вроде в прошлом году вместе с коллегами внесли правки, бюджет приняли. Какой был кипиш, помнишь? Да, и Зеленский все. Выступал. И там, приняли бюджет в таком виде, что все, никаких проблем быть не должно. Перечислите деньги и забыли. Приходит кто-то и говорит, не, вы знаете, вот так это не так, нам нужно провести конкурс, а этот... Я вот выступал на бюджетном комитете, говорю, я не знаю, среди кого нам провести конкурс, если крымско-татарский канал единственный в мире. АТР. Ну, другого просто нет. О чем мы говорим? Но тут смотри. Сообщите, где этот второй канал, третий канал. Дело не в этом. Тут они вот что хотят сделать. Это нам всегда рассказывали в Крыму, вот при этой квази-украинской власти до Майдана, да, вот этой януковичской, вот этой все. Ну, по сути, там русские правили, ты же понимаешь, да, это и местным элитам вот этим отданы, которые сейчас там и правят, в общем-то, да, при оккупантах. А нам всегда говорили, это такая советская, я помню вот четко, это спиной ощущение. Вы не одни такие, нам всегда говорили. В Крыму жили древние греки, не древние греки, там, и дальше перечисляли все национальности мира, ну, кроме там народов Крайнего Севера, да. И мы так вот где-то 250-е, вот эти крымские татары, вот эти на кривых конях, которые с Монголии прискакали, да. Это ничего, что мы образовались в Крыму, что все эти греки, там, все эти готы и все эти генуэзцы, они в наших, вот во мне, во всех нас, да, в непонятных пропорциях, мы и есть они. Нам говорили, нет. Вы одни из многих, это русское выражение прекрасное, сукины дети в очередь, да? И вот там, значит, вот они придумали 14, значит, они решили, взяли на наши деньги, которые туда попали как субсидия, потом придумали задним числом про них конкурс, вообще не знаю, как с точки зрения закона, такие идеи вообще появляются у людей. Ну ладно, окей, это не наше дело, пусть за себя сами отвечают. Я могу сказать, что сегодня на заседании Верховной Рады по пятницам оглашают запросы, огласили мой депутатский запрос на имя премьер-министра по ситуации АТР. Я, как член бюджетного комитета, инициировал, чтобы на следующее заседание бюджетного комитета пришло руководство Министерства по оккупированным территориям, лично министр господин Резников рассказал нам, что происходит. Я обязательно буду просить, чтобы туда же пришли и народные депутаты, представители крымско-татарского народа. Крымлы у нас, слава богу, есть. Рустем Умеров, Мустафа Агаджемилев. Вот задаем простой вопрос. Ахтем Чигос. Зачем вы это все придумали? Я, просто мотивацию, расскажите мотивацию. Да. То есть был АТР, была сумма каждый год одна. Все знают прекрасно, это минимальный порог. Мы вещаем через спутники, у нас помещение отнять. Ну, как бы это объяснять каждый раз новому чиновнику, это как таблицу умножения первокласснику, да? Ну, окей, объяснили уже, да? Вроде как не глупый, так смотри, реагирует, там, читать умеет, все, отвечает, галстук, все есть, да, очки. Объяснили, да? Он берет, значит, оглядываясь, типа все вроде успокоились. Он оглядывается, думает, давай-ка я сейчас все переделаю. Придумывает какие-то 14 нам конкурентов каких-то. 14 конкурентов, которых даже не называет. И говорит, а мы тут решили с чуваками деньги телеканала АТР, ну так, как это на этом жаргоне, я не знаю, взлохматить, как вот эту котлету, я не знаю, распилить, я не знаю. Раздеребанить. Вот ты какой хитрый придумал, ты молодец. Раздеребанить. Вот спросите, где мотивация? У нас идет война, у нас люди в тюрьмах, большая часть крымских татар, политзаключенных сейчас крымские татары. Да. Каждый день суды, мы их показываем. Он говорит, нет, я решил, тут лишние деньги завалялись у него, ты понимаешь? Главный бюджет ты перевел, вы же сделали, Верховная Рада все сделала. Да. Это вообще оскорбление для депутатов, когда назначены ими чиновники,
чиновник, вы же за него голосовали. Ведет себя просто я не голосовал. Ну, нет, Да, власть голосовала. Значит, надо большинство, поставить... Да, но если так человек относится, через губу плюет на нас, давайте поставьте вопрос об отставке. Давайте нам нового министра. Этот испортился, потому что у него Крым-Донбасс, это у него записано в его деятельности трудовой, да? Он же министр, все, да? Вот. Но мы ему не доверяем. Это человек, который хочет нас уничтожить. Он знает точно. Он даже, цинизм до такой степени доходит, что он говорит, мы конкурс этот проведем, вот вам 14 конкурентов, с которыми вы будете передо мной танцевать, значит, кто мне понравится, да, и ваши деньги мы раздадим. Но еще этот конкурс мы не знаем, когда проведем, условий для него нет, и смотрит так на нас. Он знает наши долги, завещания, потому что они образовались не по нашей вине, до того все было ритмично. За спутники нас отключают, он знает. То есть, а сейчас я посмотрю, как вы будете умирать. Это что такое? Это министр по оккупированным территориям. Это точно министр Украины по этим территориям? Мы обязательно все эти вопросы поставим, и я надеюсь лично, к сожалению, сегодня Резникова господина не было в Раде на части вопросов правительству. И, кстати, этот вопрос прозвучал сегодня тоже. Его задала Соломея Бобровская, моя коллега. Я видел. Спасибо, Соломея. Да, и мы обязательно будем и дальше эти вопросы поднимать. Я думаю, что в итоге, конечно, все будет хорошо, но действительно это все вызывает... Вот то выступление, которое там вы показали, действительно вчера выступал, там был вопрос законопроекта о помощи временно перемещенным лицам. Это все нужно и важно. Но есть вещи, которые объяснить невозможно. Вот там вчера была годовщина с момента, когда Верховная Рада приняла ровно год назад, решение провести парламентские слушания по Крыму. Потому что эта Верховная Рада, вот этого созыва, парламентские слушания по Крыму вообще не проводила. То есть вообще не проводила. Но она и та-то проводила один раз. Та проводила хоть один раз. Да, но они такие были полупустые. Да, но они были. Ну, хотя бы а тут их нет вообще. А тут их не было вообще. Это даже не имитируется работа. И год назад мы приняли решение, значит, провести эти парламентские слушания. Вроде все хорошо. Дальше, значит, они были назначены на март, дальше там карантин. Ну так и что? Ну так это же не повод. Ну так уже все работают, мы собираемся. В чем вопрос? Давайте проводить, давайте говорить. Где законопроект? Где? Ничего Скажи нет. Мне, а вот я просто хочу понять логику. Вот здесь президент Зеленский. Он абсолютно правильную риторику выбрал по Крыму на международной арене, да, на международной арене. Вот платформа, вот США новая власть. США, если придут, то вообще по-другому все развернется, да, в мировой политике. Россия не придет, и ладно, не надо. Будут без нее движение идти. Все правильно. И тут выходит назначенный его премьером вице-премьер и говорит, не, Владимир Александрович, сейчас я вам проблемы тут создам. Давайте-ка я сейчас с крымскими татарами вас рассорю. Давайте-ка я на весь мир сейчас устрою скандал, что мы отрубаем крымско-татарское телевидение. Как вам нравится? Нормальная платформа? То, что ты говоришь. Слушаний нет. Приходит на платформу Байден такой, или не Байден, ну, скажем так, госсекретарь. Слушайте, о чем будем говорить? Ну, вы о чем-то говорили перед тем, как прийти сюда? Не, мы слушаний даже не провели по Крыму. Ты понимаешь? Все, я замолкаю. Я не могу уже больше. Не, ну это реальная проблема. И я надеюсь, что мы вот эту крымскую платформу, только что вернулся из ПАСЕ, и мы там ходили, продвигали по ПАСЕ коллегам из других делегаций. Ну, действительно, сначала говорили май, потом перенесли на август, но нужно на нее выходить с чем-то. И тут я согласен на 1000%, а не просто, что давайте соберемся, просто и... Кто-то хуже будет, нас высмеют просто. Да, поэтому 100% я надеюсь, что... я всегда хочу быть оптимистом. Во-первых, я уверен, что все будет хорошо с телеканалом АТР. Я хочу быть оптимистом и с точки зрения того, что власть придержащие, хоть я и не голосовал за них, конкретно этих, но все-таки схаменуть в украинской мове, это такое классное слово. Классное, да. Да, и займутся делом, и перестанут заниматься ерундой в лице действительно борьбы с кем, ну, то есть, и ради чего. Знаешь, я представил себе такую сцену, для 95-го квартала хорошая, может быть, сцена, когда я вам дарю, Владимир Александрович, вот сидят, вот это круглый стол, крымская платформа, да, сидят, да, и такой заходит президент Украины, ну, кто там будет играть, я не знаю, там, и говорят, здравствуйте, а вы с чем к нам пришли, что вы сделали по Крыму? Вот давайте за последний месяц. Он такой, мы закрыли Крымский телеканал. Что? Ты понимаешь? Это есть вещи, которые невозможно объяснить вменяемым людям. Это невозможно объяснить литовцам, полякам нельзя объяснить. С литовцами вообще отдельная история. Я сейчас, если раз ты коснулся, я обязательно хочу рассказать. Есть вещи, которые тоже невозможно объяснить. Мы покупаем российскую электроэнергию сейчас и белорусскую. При том, что в Украине мощностей по выработке своей электроэнергии в 2 раза больше, чем потребности. То есть мы можем экспортировать электроэнергию. Вместо этого мы ее импортируем электроэнергию.
И в итоге что мы будем иметь? Если так дальше будет идти, то мы убиваем собственную энергетику, чтобы помочь энергетике кого? Страны-агрессора. И мне возникает вопрос. Вот мы общаемся в ПАСЕ с коллегами, да? Вот мы говорим, давайте санкции, давайте что делать? А что они нам в ответ скажут? Так вы прикалываетесь нас или что? Вы же покупаете сами. Вы не хотите, чтобы мы там покупали что-то, продавали? Так а вы что делаете? Мне вот реально просто... Но это же ответы на какой-то этот вопрос квартал нет. 95. Да, это юмористическое шоу. Просто. Вот коллега, тоже у меня в Литве много друзей, Жигимонтас Павильонис. Есть такой, да, он глава, очень достойный человек, он был когда-то послом Литвы в США, сейчас он глава комитета по международным делам Сейма Литвы. Мы с ним еще коллеги, он глава группы за демократическую Беларусь, и я в украинском парламенте такой же группы, мы сотрудничаем. И вот он мне звонит и говорит: Алексей, я что не понимаю? Мы отказались от покупки электроэнергии в белорусской атомной электростанции, потому что Лукашенко узурпатор, негодяй, сволочь. Потому что она у нас в 20 километрах от границы. Слушай, они бы, если бы реалполитик, они бы первые. Нам очень удобно, тут все рядом. Мы отказались, мы блокируем, мы с ней боремся. Мы всегда поддерживаем Украину во всем. И что произошло? Начала Украина покупать белорусскую атомную электростанцию электричество. Как бы, ну, ты можешь мне пояснить, что происходит? Левая рука не знает, что делает правая. Я выхожу об этом, говорю с трибуны, говорю об этом на эфире. Там был бы эфир Савика Шустера. Говорю об этом. И министр энергетики говорит: вы правы. Действительно, это надо немедленно прекратить. Прошел месяц уже, ничего не происходит. Выходит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Я к нему с уважением отношусь. Все. Да, он нормальный. Да, и он говорит, тоже говорит: не, мы же отключаемся, мы вообще, наш путь Европа, мы должны к европейскому энергетически. Да, поэтому... Но это сказал его министр энергетики, это сказал министр иностранных дел, это все сказали, и что произошло? Знаешь, мне кажется, ничего, вообще ничего не произошло. Есть у Рузвельта второго, ну, в смысле вот этого, крайнего Рузвельта, президента Соединенных Штатов, такое высказывание. Можно обманывать... Франк Делано. Да, Франклин Делано. Можно обманывать одного человека там долго, можно обманывать много людей недолго, но обманывать всех людей долго не получится. Никому, и вот такой разговор, на Западе что ценится? Должна быть последовательность. Ну, то есть нельзя так, знаешь, типа, как Остап Бендер в шахматы играл, да, раз ты так ладью и стоишь, как будто ничего не было. Но так там не общаются. Это вот у нас, может, принято так друга обманывать, там вот, ну, там культура другая. Это как, не знаю, там, плясать в опере, там, в зале, как на концерте. Ну, не поймут. Не поймут, и так уже не понимают. И это создает нам проблемы. Поэтому мы говорим, а вот почему у нас там все сложно в ПАСЕ? Ну, потому что, например. Знаешь, а почему у нас там сложно? Ну, вот поэтому. Потому что, ну, они же все видят и понимают. Знаешь, мне кого очень жалко? Дмитра Кулебу, правда. Вот мне кажется, ему же вопросы задают в итоге. Конечно, к нему и задаются эти вопросы, говорят, а как же так, а почему? И я не знаю, что ему он отвечает. А он профессионал, он в ПАСЕ сколько был, он был послом Украины, мы работали, я был в прошлой делегации. И вот как вот он сказать, ну что он пожимает плечами, даже потом у Димы спрошу, когда он сменит должность, сможет говорить, а что ты вообще им отвечал вообще, вот когда про такие вот нестыковки сознания просто. Нестыковки сознания, именно так, к сожалению, поэтому, ну вот есть такая проблема. Беда, да. То же самое, вот мы сейчас говорим, на этой неделе появилось решение, наконец-то, правильное о защите информационного пространства Украины. И что-то правильное происходит. Вот происходит правильная вещь, и я оппозиционер к этой власти, но я говорю, вот это решение правильное, оно сильное, взяли, сделали. Ну, что тут сказать? И вот в то же время другая рука делает все как-то наоборот. Ну вот тебе показатель, да? Одновременно, так по буквам проговариваю. Зеленский закрывает пророссийские каналы. Следующая строчка. Вице-премьер Резников закрывает крымско-татарский телеканал. А кто эту шутку переведет? На какой язык мира? Невозможно, да. Это реальная проблема. Будем надеяться. Хорошо, ты будем делать или пессимист, все, скажи мне, вот мне интересно. Что? Ты оптимист или пессимист? Я оптимист. Потому что вы из Одессы? Здрасте. Наверное. Ну нет, потому что как иначе можно? Если еще без оптимистического настроя, то можно совсем потерять. Нет, все будет хорошо. И Крым будет жить нормальной жизнью, а не этим тюремным островом. И всех наших отобьем, я в этом не сомневаюсь. Просто если бы все на это работали, то это случилось бы быстрее.
Как будто колесо прокручивается. Да, а если не все, то, к сожалению, это все будет происходить сложнее. Оно произойдет. Мы мешаем, мы враги только сами себе. Да. Нет, вообще, это вообще закон жизни. Нет у человека большего врага, чем он сам. Так столько гадостей, сколько можно сделать самому себе, никто тебе не сделает. К сожалению, наше государство это демонстрирует тоже завидным упорством. И даже имея такого сильного врага, какого имеем мы в лице путинской России, все равно мы как-то вот... А вот знаешь, я сейчас парадоксальную вещь скажу. Не знаю. Вот у меня иногда какая-то чуйка есть. Мне кажется, что все-таки какой-то перелом произошел. И как бы мы ни относились к Зеленскому, там ты и там, или кто-то другой политически, все равно логика историческая такая, что мне кажется, он встал вот сейчас стал на правильный путь все-таки. Я тоже хочу в это верить. Потому что обратного хода тут нет. Обратный ход — это пропасть. Все. Согласен. Поэтому мы сегодня, например, были с коллегами, пошли под СБУ. Мы говорим, смотрите, вот вы приняли правильное решение. Эти каналы, они давно не медиа, они давно пропаганда. Так случилось. Все, так произошло. Это нужно прекращать. Это часть войны против нас. И вы сделали это решение. Обоснованием его является то, что их собственник формальный, потому что реально там Медведчук, это даже Рабинович сейчас смешно пишет в Фейсбуке, закрыли каналы Медведчука. До этого всем рассказывали. Спалили всю малину. Казак. В общем, Рабинович не по понятиям себя ведет. Надо как-то... Да, в общем, окей. Мы и так все знали. Значит, формальный владелец казак. Хотя какой он казак, он казачок засланный. Это да. И, значит, если формальная причина, что он причастен к терроризму, и он финансирует это все, то есть он зарабатывает деньги там в ДНР, уголь, и он это, значит, здесь вкладывает, все. Значит, его сажать надо. Вот! Так простая логика. Да. А, Б. Конечно, то есть если есть санкции, причем они официально говорят, нам СБУ дала материалы о его террористической деятельности. Так а в чем на свободе? Так террорист, а он в Верховной Раде. А сколько по статье у нас терроризм? 15, это же максимум. Да? Нормально. Да. Нормально. Так и вопрос тогда... Накопал угля себе. Да, так и все, так вперед, давайте. Мы говорим, все, вы сказали А, ввели санкции. Придется. Да, то есть надо делать Б, надо педозру давать, надо начинать тогда его дальше сажать. Давайте начинать. А там еще вот по такой клиентуре, знаешь, у меня такой есть образ, что, может, я уже повторяюсь, но что я уже заработал вот этот принцип домино. Просто мы не видим это все в объеме, мы видим только так смотрим, видим одну фишечку вот эту. Вот упали 3 телеканала, пам-пам-пам, да, Казак или как там оно, Козак. Мы просто не видим, что на дальних фишках написано. Но мне кажется, кости уже, и вот эта вот следующая костяшка, она уже на кого-то пам, а там может быть Медведчук, а она пам, а там может быть какой-нибудь телеканал их. Там пам, еще кто-то. И они сейчас, а так как эта игра, это как я понимаю, конечно, это американцы, да? Согласен? Согласен. Да? Они же не знают следующего. Говорит Блинкин с Кулебой и Ермаком, а на следующий день это решение. Совпадение? Не думаю. Они такие сидят, и у них сейчас паника. Ты видел по реакции? Да. Слушай, ты тоже это заметил? Да. Я про психологию сейчас будем разговаривать. Да. Слушай, я это вообще, ты сейчас заметил классную штуку. Я был, значит, это решение было во вторник вечером, по-моему. И я думаю, среда утра будет, Армагеддон будет в Раде. У них фракция все-таки 40 человек. То есть я думаю, надо приходить с попкорном 2 ведрами, садиться и, значит, смотреть, как они будут там штурмовать, лежать, не знаю, что, самосжигать там на трибуне. Это же их рупоры, все, каналы. Сейчас будет. И очень жалко, это они вышли. Рабинович... Художественный самодеятель отстающего колхоза. Да. Рабинович говорит, вставай, страна огромная, такой боевик. И Потураев просто, извините за выражение, ржет. Да, и он один, это реально смешно. Мы все стоим, и все, и уходят. И я вижу по ним, что они испугались. То есть они понимают только такие шаги. Чувствуют, да? Да, только такие шаги. То, что я когда заходил в студию, мы с тобой говорили, какой язык они понимают. Они понимают только такой язык. Они пока с ними разговаривали, уважаемые народные депутаты, уважаемые граждане Украины, у нас же есть страна, ее нельзя так просто ногами вытирать. Да. Что вы нам тут... Да. И тут, когда немножко раз... Все. Чего изволите? И они такие все... Можем спеть. Да, и они такие, я смотрю, испугались и смотрят иначе, и оглядываются по сторонам, и в принципе сидят там сейчас в углу, не лезут оттуда особо. И как-то не особо даже борьбы я не чувствую какой-то большой. Посмотри, где народные движения в защиту попранных телеканалов? Не видно его? Где массы народные, ставшие... Напоминает фильм «10 негритят». Агаты Кристи. Да, кто не знает, кто следующий, да? И они такие раз, и все. А значит, понимаю, и думаю, что для США
Я думаю, что здесь есть роль США существенная. Вопрос чести страны. Да, извините. но Да. я думаю, что здесь, да, вот недаром Байден вчера, выступая в Госдепе, сказал, что все, мы будем иначе реагировать на Россию. И я думаю, это показатель Потому что того. в Америке есть достоинство. Это страна, которая строилась снизу людьми с достоинством, которые убегали из королевств вот этих всех европейских, вот этих всех унижающих человека монархий. Они убегали строить свою жизнь сами. И только депутат на букву «Д» может подумать, что он может унизить Америку или обмануть. Вот надо быть совсем «Д», вот, чтобы так Полным, думать. да. Это, конечно, можно, опять вспоминая Рузвельта, какое-то время там поплясать, да? А потом за тобой просто взрослый дядя придет. Ну и Всё. удивительно здесь другое, раз вы вспомнили депутата Д, вот что все-таки в нашей стране, к сожалению, да, вот этого достоинства не в стране-то, слава богу, революция была, но какой-то части наших элит не хватает, потому что вот депутата Д исключили, много таких, да. исключили из фракции, кстати, 2D, Double D, там Да, уже Double D, Дубинский да. и Деркач. Да, так вот, его исключили из их фракции, большинства, за антиамериканскую деятельность. Ну и правильно сделали, понятно. Но у меня вопрос, а почему его не исключили за его антиукраинскую деятельность, которой он занимался все эти полтора скрывая года? вообще Вообще ничего, не да. скрывая. То есть в открытую он занимался антиукраинской деятельностью. Это называется политическая меньшеварка. Да, но это было все ок. У нас телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. У нас... Алло, салям алейкум, Айдар. Алейкум салям. Да, пожалуйста, Из задавайте Крыма вопрос. звонок. Да, У меня более- вот вопрос к депутату. Вот вы были при власти 5 лет, когда был Порошенко президентом. Почему вы не признали нас коренным народом? Вот документально, официально, а вот не на слова, как говорят везде, мы коренной народ. Ну, чтобы документально был признан, что мы коренной народ Украины. Полностью, я, извините, не Спасибо. знаю, как вас зовут. Как вас зовут? Не успели. Я не знаю, как вас зовут, но вы абсолютно правы. Я в прошлом созыве, вот те слушания, о которых мы говорили, инициировал, собственно говоря, тогда я. И проводили мы их сначала на базе комитета по местному самоуправлению региональной политики, потом вышли на Верховную Раду. И в итоге этих слушаний было принято целый ряд рекомендаций. Они есть, эти рекомендации Ну, опять парламентских же, под слушаний. сукном лежат там. Да, ну, мы там приняли Вот коренной народ, статус Конституции. Ну, то есть вот эти все вещи мы там прописали. Статус убрать из Конституции понятие об отдельном городе У тебя Севастополе. спросили вопрос, почему? Я не знаю. Как Елена Соколова, значит, спрашивает, все равно? Да, конечно, мы не доработали тогда тоже. Я полностью согласен за А зрителем. ты еще согласен, вот честно? Конечно, Скажи, мы должны да. были это тогда сделать, и сейчас не надо было бы... Никаких вопросов. Не 100%. И, Просто я со своей стороны могу сказать, что я как бы что мог в этом направлении делал, темы эти... Но они- нет, я же тебя не Но обвиняю лично, но в целом результат, ты да. же как политик должен отвечать Конечно, за все. И да. за партию Да, свою, и за да. парламент, в Да. котором ты был, в любом случае. Мы, и сказать, и мы были в парламенте, слава богу, там же был и Рифат Ага Чубаров, и Мустафа Ага Джемилев, и вроде как все были Понимаешь, позитивно настроены. сейчас я и скажу, всё. мы, вот крымские татары, такой народ, просто чтобы ты понимал, да, у нас есть такая вещь, мы не будем за себя просить, да, но есть такой нюанс маленький. Как бы мы хотим, чтобы увидели и сказали сами люди, украинцы сказали, что мы видим, да, мы вас видим. Вот как тогда Порошенко сказал, мы в долгу перед крымскими татарами. Но, к сожалению, слова остались словами. И, кстати, то, что про ОТР сейчас такие вот эти граблевидные проблемы, да, это же тоже потому, что тогда же можно было принять закон об ОТР. Один раз, и все. И все. И хватило бы тогда голосов, и все было бы, и сейчас мы не сидели бы тут, и не было бы всего вот этого, не было этих вот, и Резников бы сидел где-нибудь спокойно, и занимался своим делом. Ну, единственное, что скажу, что тогда все-таки проблем не было с финансированием. Я понимаю, но ты же понимаешь, Да. разницу между системным решением Согласен, вопроса да. и эпизодическим, правда? Это вообще проблема. Украина, к сожалению, как государство молодое, у нас очень слабые институции. А это означает, что у нас вот системных решений, и мы очень плохо. Знаешь, У нас обычно все в режиме пожарной команды происходит. Загорелось, видим, бежим. У меня про литовцев опять. Я просто забыл, как человека зовут. У меня очень много друзей и знакомых литовцев. Просто я, чтобы не путаться, я забыл просто. Это бывший начальник полиции Вильнюса. Потом он здесь представитель, не знаю, сейчас или нет, уже, ну, в общем, чиновник европейский. И он мне рассказал просто так однажды за кружкой пива, как что они за 3 месяца реформировали страну. Я говорю, как, в смысле, как за 3 месяца? Мы же не привыкли к таким срокам, да? У нас тут дебаты, 25 лет дебатируем, нужна ли настоящая независимость от России и так далее, пока они сами не убедили нас в этом. А он говорит, очень просто. Мы решили все, весь парламент, весь народ, мы решили, что мы должны стать страной-членом ЕС.
нам дали вот такой пакет документов. Там закон о полиции, он привел пример просто даже инструкции к полицейским. Да? Вот все тоже как положено должно быть. Мы, говорит, 3 месяца не вылезали из кабинета. Мы все переписали, все утвердили, парламент все проголосовал, и утром они проснулись европейской страной. С институциями, с законами, все расписано, ты понимаешь? Тут еще надо, чтобы расписать можно, надо, чтобы еще исполнялось оно. Тут менталитет имеет большую роль. Люди, конечно. И менталитет наш с литовцами отличается. Есть тут тоже нюансы. Но это не значит, что это не приговор. Это просто конечно, означает, что нам это надо... Еще проблема... Есть такая проблема, что в маленькой стране попроще все-таки. Хорошо, я тебе Польшу приведу. Большая мы страна. Хорошо, с Польшей можно сравнить? Можно, да. Ну вот тебе пример. Правда? У них были стартовые позиции хуже, чем у Украины. Когда развал. Хуже с точки зрения там, выплавки металла, да. Но с точки зрения того, что это Речь Посполита, у которой есть история государственности, которая только 50 лет, как их ее лишили. Ну, формально она и так была. Даже все-таки формально институты у них были. Да, у них была, и она была намного, ну, что там сравнивать? С литовцами тоже, кстати. Ну, что там сравнивать? У людей был сейм, где реально там, он может быть и своих, там, когда шляхта имела это право вето, он, может, исторически им и проблемы принес, но у них был парламентаризм там в 17 веке. Ну, о чем мы говорим? То есть, а здесь это все выжигалось каленым железом, это же здесь все уничтожалось, любая вольная мысль и так далее. И империя давила. В этом смысле вот тяжело. Тебе вопрос. Бекир Аблаев, крымский татарин, молодой человек, достаточно интересный, такой цельный литератор, пишет вопрос Алексея Гончаренко. Хочу поблагодарить за прекрасное вступление в ПАСЕ, отстаивание национальных интересов Украины. Но вместе с этим показали видеосюжет, который вы обращаетесь к депутатам ВРУ о необходимости принятия закона постановления, который будет гарантировать права крымских татар. Но почему... Да, ну то, что, извините, это просто Бекир, это его же вопрос. Это не он звонил. Ну вопрос понятен, и он очевиден. Но он висит в воздухе. Он висит в воздухе. Да. Я с этим совершенно не спорю. И нам надо было сделать намного больше. Я это поддерживаю. Ну, ты знаешь, это как вот если в отношениях человека, ну вот что-то обещать, давай завтра. Ну сделай уже. Ну, понимаешь? Ну, я согласен. Это правда, и это... Половинчатость — это наше все, к сожалению. И это и во всем... Вот даже, знаешь, вот эти откаты, ну, условные наши вот эти, как мы называем их, реванши, да, это на самом деле даже не столько реванши, это действительно откаты. Откаты потому, что мы не закрепляемся на занятых высотах. Мы не закрепляемся законодательно, не закрепляемся, да, но что-то закрепили. Например, евроинтеграция. Да, вот тут, и ты вдруг понимаешь, класс, все, заднего хода нет в этом вопросе, не объедешь на кривой козе это. Раз Томас, вот, как угодно относитесь, но он уже есть. Но вбит гвоздь. Все. Это правда. То есть необратимость уже идет. Да, и не знаю, сколько продержится здесь ФСБшная церковь, вот это, но процесс-то пошел. Ты понимаешь? И его конец очевиден. Да, только вопрос длительности. Да, вопрос времени. Это то же самое, как с этими, опять возвращаемся к этим ментальным вот уродам, которые считают, что можно Америку обмануть там или... И вдруг они начинают петь песни такие козлиным вот этим блеянием, потому что они понимают, что все-таки затылком вот у людей с криминальным мышлением, я считаю, что пророссийский человек в Украине — это человек с криминальным мышлением, у них есть это, они спинным мозгом чувствуют, им страшно. Они чувствуют, что все-таки закончится все для них печально. Ну, они, наверное, просто чувствуют, что, собственно, правоты-то никакой нет. Что они делают? Зачем же уничтожать государство, которое вас взлелеяло, выкормило, живете хорошо? Большая часть из них, из этих всех деятелей, весьма себя неплохо чувствуют. А знаешь еще... И плюют в этот колодец. Интересно, если русские придут, ну, условно говоря, представь, что тут русские пришли, да? Да их первые за шиворот выкинут вообще. Вот это 100%. Это 100%. Это же... И что, допустим, наши олигархи там думают, что они тут кому-то нужны, Путину, что ли, нужны? Они пытаются им понравиться, какие-то переговоры пытаются вести с ним, пытались, да? Да у нас за людей не считают вообще. Это правда. Откуда меньшевартость в таком количестве людей? Вот это низкая самооценка и преклонение перед русским. Что-то психологическое. К сожалению, есть чуть-чуть хуторянство, чуть-чуть меньшевартость. И вот тоже оно изживается потихоньку. А какие маркеры, что изживается? Лучше, вот чем скажи мне, вот пример придет, что изменилось? Ты живешь всю жизнь в Украине. Я приезжал... Я скажу, я изменился. Ну-ка расскажи про себя. Ну, я вот не надо мне про кого-то рассказывать. Вот супер, рассказывай. Ну, я могу сказать, что там начало 90-х годов
Я смотрел, ну, я был подросток, я 80-го года рождения, то есть там, когда только Украина стала независимой, как бы да, все, Украина независимая, хорошо, но в каком-то 92-93 году я знал больше фамилий российских политиков, чем украинских. Я смотрел, ну, то есть я как бы продолжал, физически я вроде как бы здесь живу, ну, я как ребенок, подросток, но вот там ментально, культурно, информационно я живу там. Но этот вот процесс, вот это расхождение... Как ты излечился? Потому что до сих пор многие больны. И вот в таких формах, как ты говоришь. Окончательно излечили меня так ударом по голове. То есть 14-й год, аэропорт Симферополя. Я никогда это не забуду. 27 февраля, по-моему, когда его захватили российские спецназовцы, так случилось. Я был одним из свидетелей этого. Просто практически случайно. Начались события в Крыму, День сопротивления. Крымские татары защищали Верховный Совет Автономной Республики Крым. Ты вылетел как площадь. раз. И я выехал из Одессы сразу туда. И под утро я приезжаю в Симферополь. В ночь купаться. В ночь. И я заезжаю в Симферополь, и идет новость, что что-то происходит в Симферополе. А я проезжаю вот там поворот этот. По-моему, ты знаешь прекрасно, когда едешь в Симферополь, вот тут поворот. Да. И я поворачиваю, просто поворачиваю. На аэропорт. И приезжаю, когда туда заезжают КАМАЗы, эти МАЗы, я не очень машины разбираюсь. С номерами. Да. И с вот этими, со спецназовцами российскими. А там стоит 2 или 3 украинских милиционера. Ну, я не знаю, что. Может быть, они там остались, предали Украину. Может, они выехали. Да, там 90% так сделало. Ну, может, вероятность 90%. Да, вероятно. Ну, я не знаю. Ну, в общем, они стоят, и понимаешь, то есть вот едут эти МАЗы, и я вижу, на моих глазах началась война. И я понимаю, что на моих глазах чужая армия захватывает мою землю. Что ты испытал? Унижение. Унижение, шок. Все. Вот вся гамма чувств. Почему столько людей до сих пор не испытывают унижение? Вот, знаешь, потому что не с ними это произошло. Но ты тоже не крымский, не донецкий. Не крымский, не донецкий. Я не знаю почему. Может быть, потому что у них не было вот этого ощущения, что это... Все-таки ощущение, что это моя земля, оно у меня было. Просто для меня это как бы вот братья, они живут вот рядом, соседняя страна, все, как бы мы должны быть близки, что там, единая Европа от Лиссабона до Владивостока. Я это говорил на прошлой неделе в ПАСЕ. Я им говорил, ребята, мы это все прошли, это заблуждение. Единая Европа от Лиссабона до Владивостока, это прекрасно. Но не тогда, когда... То есть идея в том, что Владивосток должен становиться похож на Лиссабон. А не наоборот. А не наоборот. Если у нас Лиссабон становится похож на Владивосток, это катастрофа, это не надо. А вы именно к этому ведете. Вот и все, с тех пор как бы это водораздел. Вот все, на моих глазах. Я понял, что началась война, и в этой войне война против меня, против моей земли, против нас всех. И это вообще война против человеческого достоинства. Против достоинства, против любого свободы, против здравого смысла. Потому что во мне еще, знаешь, какое-то чувство было такое, да суки, что же вам не хватало? Ну, не понимаю, кто-то не пускал вас в Крым. Наконец, я смогу ездить в Крым. А что вообще? Поезда не ходили, самолеты не летали. Это вообще какое-то издевательство. То есть все, в моем мире, который должен быть красивым и открытым, вы берете и вот это вот вбиваете, а потом начали убивать. Владивосток. Это последний город, где я был перед тем, как навсегда уехать из России. Ты знаешь, что там был самый большой процент по статистике поддерживающих аннексию Крыма? Во Владивостоке? Да. Люди, которые имели наименьшие шансы там оказаться в принципе когда-либо, а сейчас тем более. Рядом Корея, курорты Китая, Вьетнам. Лететь, что там, то туда, то сюда. Да? Они в Москве не было. Они в Москве не были никогда. Да. И они больше всего радовались по циклу. Потому что вот это вот, этот ящик, это промывает мозги, это страшная сила. До дна бы скребает. Это страшная сила. И он не может остановиться, так, давайте так, я соберусь и задам себе вопрос простой. Почему я раньше не мог ездить в Крым? Зачем он тебе нужен? Вообще, Вася из Владивостока. Зачем тебе? И вот еще, знаешь, что я не понимал, я люблю историю. Я когда вот всегда смотрел там на историю Второй мировой войны, я не мог понять. Немцы. Культурнейшая нация. Что надо им было? Вообще, реально, колоссальный потенциал, научный, какой хочешь, можно восторгаться музыкой, литературой, мировой. И вдруг эти люди начинают жечь других людей. Просто вот физически жечь и считают, что это нормально. И они же действительно все, там он же пришел демократически власти, и референдум проводил, они голосовали, и все. И я не мог, мне все это казалось каким-то... А потом на моих глазах я смотрю, вот оно. Вот есть же есть великая русская культура, и много чего есть, но при этом как сапогом это все стирается,
И они начинают убивать своих реальных братьев. Больше скажу. Гитлер, он, понимаешь, он же тоже вынимал из немецкой культуры то, что ему подходило. Конечно, да. Этот вынимает из русского то, что подходит. У каждого есть вот это вот. А русская литература она достаточно упадническая, она периода империи, она реваншистская, да? И очень удобная. Почему я говорю, русский язык опасен, когда его все понимают, и детям он влетает в уши, потому что он насыщен имперской лексикой даже в отношении других народов и так далее. Там он поражен, да? Он поражен таким коронавирусом именно. Я не замечал. Короной Российской империи. Там даже фразеология есть интересная. Не знаю, я этого не замечал, но реально есть проблема. Да. Но реально есть проблема. И я вот на моих глазах это вот, и я думаю, вот оно как происходило тогда, в 30-х годах. Вот оно когда на наших это началось, все. я вспомнил книжки про Третий рейх, которые читал еще, когда в Грузии война началась. Я прочитал, как это все происходило. По учебнику все происходило. Есть речь Гитлера об аншлюсе Австрии. Угу. Ее можно просто брать, менять слово там немцы на русские, там Крым. Все, и это речь Путина, которую он вот это вещал тогда в Совете Федерации. Это просто фантастика, фантастика. И как это вообще возможно? Ну вот на наших глазах это произошло. Ну кончится это так же, как кончилось там. Хотелось бы немножко меньше жертв. Хотелось бы. И хотелось бы очень важно, чтобы когда это все-таки произойдет, немцы, они прошли болезнь, у них же после Первой мировой войны, у них этого не было, и поэтому вернулась Вторая мировая война. А после двух таких катастроф они реально многое переосмыслили. Кстати, ты знаешь, да. И эта вот денацификация именно вот здесь произошла. Вот здесь у них, то есть и сегодня там есть периодически что-то всплывает, но в целом глобально все-таки они почистились, они прошли такое очищение, в большинстве, по крайней мере. И это то, что необходимо, потому что получается после Сталина российский народ это не прошел. Нет, ничего. Наоборот. Он вернулся на круги своя. Слушай, он кумир. Сталин кумир. Убийца все кумиры. Иван Грозный, Сталин. Путин хочет им подражать, но они... Вот, мне вчера написал из России один человек, он сказал, в Украине не понимает, что в России происходит. В смысле? Говорит, вы понимаете, что главные претензии народа к Путину не вот той вот части, которая там Навальный, вот это все там, да что-то выходит. Он мягкий. Глубинный народ вот этот, а человек, он нашел с тобой в складу ума и взглядов, но он общается вот с глубинным народом вот этим, да? Говорит, да мягкий он, да надо мочить. А еще тогда Майдан, когда был, значит, даже интеллигенты в Москве такие, я с Майдана приезжаю, несколько раз приезжаю, говорят, а что их танками не раздавят? Ну, понимаешь, мышление другое. Вот, другое вообще. Ты никогда этого не поймешь. Знаешь, что про немцев еще интересно? Я тебе расскажу, может, ты не знаешь. Вот почему многие евреи не бежали из Киева, и осталось все-таки 30 тысяч человек, которых всех почти здесь недалеко, в Бабьем Беру убили, да, расстреляли и так далее. Ну, кто-то не смог уехать, но какая-то часть людей, мне рассказывали сами евреи киевские, просто не верили в то, что немцы могут сделать что-то плохое, потому что в их памяти остались немцы периода Первой мировой войны, когда в Киеве, наоборот, было хорошо про них. Они были воспитаны, хорошо относились к евреям, и вообще ко всем. В Киеве, кажется, 4-й был еврей. И в Германии, кстати, во время Первой мировой войны и после, евреи подумали, что они стали частью немецкой нации. У них даже сионизм пропал, вот это движение. Это зачем? Ну, нас воспринимают как равных. Мы служим в армии, все. То есть как бы все было нормально, ты понимаешь? Вот этот вирус какой-то. Там раз достают. И тут пришел вроде формально тот же немец, но 20 лет прошло. Но он нацист уже. Переродившийся. Вот с русскими такая же история. Но нет, с русскими не такая история, конечно. Там вся история такая. Я прошу прощения, конечно. Потому что я не могу найти чистые страницы русской истории. Вот пытаюсь найти, но не могу. Вот чисто статистически не могу. Вот эти короткие периоды без тоталитаризма, буквально месяцами изменявшиеся, да, ну и Ельцин там. Сколько до того, как он сказал, что Чечню к ногтю? Да там год, наверное, прошел. Все, они опять скатываются туда, вот в эту империю. Этот Орда так, немножко... Монгол-татарская ига. Конечно, да. Монголы им оставили. Нет, ну на самом деле вот этот, как сказать, вот эта имперскость, и вот это, что мы должны куда-то постоянно идти. Вот в этом смысле. Что ты дома не сидишь, что дурак, не сидится, да? Свою бери землю и приводи ее в порядок. Может, потому что хозяевами не были никогда, крепостными были. Не было ощущения своего. Может быть. Понимаешь, украинец защищает свое. Понимаешь? Свое. Ощущение своего есть. А тут, наверное, было... Почему-то, знаешь, как охотно вербовались на крымские войны, например. Это сейчас мы удивляемся, на Донбасс едут, там кредит, холодильник.
охотно крепостные крестьяне шли воевать. Просто чтобы уйти от этого. Чтобы уйти оттуда, да. Чтобы пограбить где-то, вырваться из этого вот барин, черная изба, розги, жена, которую там дочь, которую могут продать в соседнюю деревню, там, или не в соседнюю, жена, которую может вызвать к себе барин там в любой момент, понимаешь? Чтобы не видеть всего этого. И, конечно, это люди с таким мышлением. И вот есть книга такая потрясающая, «История крымских татар». Написал ее... Кстати, у крымских татар есть эта государственность. Государственность, и она должна быть... У нас, чтобы ты понимал просто, да, самое интересное, что можно узнать о народе, это прочитав его сказки. Потому что в сказках, они же записаны-то недавно все были, все сказки мира. Их передавали просто, когда все грамотно уже стали, а до этого веками передавали. У нас один из главных героев сказок, знаешь, кто? Нет. Судья. Вот так. Судья — это Кадий? Да, Кадий. Потому что вот все же в мире связано. Рим, суды вот эти, сначала Афины, потом Рим, потом Константинополь, а потом эта вся культура, это суды на площади, публичные слушания. И судья принимает решение. То есть право, да. Есть право. Понятно, что с нюансами, там, средние века, да. Все, да, но право. Вот менталитет на этом. А почему Украина другая? Но потому что свобода была, вирус свободы, его не выскоблили. Да, он был все время. Да? Вот им, кацапам, казалось, что вот они все съели, эту страну. Да? Они ее там заменили население, там, да? Что они вот в мозги внедрили вторичность какую-то. Да? Но нет, не получилось все равно. А Украина сколько под гнетом колониальным находится? Но все равно вот эти казацкие рады, все равно это сечь, все равно. Да, это вольница есть. И тоже литовцы, да? Сколько бы ни пытались их переломать, да? И так уже едок пытались. Нет. Короче, мы крутые. Мы крутые, значит, мы победим. Да, вот знаешь, я не знал. Я вот к этим эфирам на время марафона я готовлюсь чисто ментально. Я вот просто думаю, хочу говорить как можно более искренне. И ценю людей, которые могут вот сказать то, что... не люблю политиков. Ты не очень политик все-таки, вот по своему поведению. Какой-то ты такой. Я стараюсь просто... Какой ты не такой, ты политик. Тогда хорошо. Я хочу, чтобы больше было не таких. И знаешь, прошедших свой путь. Да, тебя тоже там в разном в чем обвиняли. Но ты сам сказал, что ты был частью русского мира, да, тоже когда-то. Абсолютно. И это тоже надо пройти. И когда человек проходит, вот, наверное, он ценит то, как он сам себя реформировал, да? Он опыт жизненный свой. И понимаешь намного лучше, и все понятно. Я после Крыма вернулся тогда, вот после этих дней, я тогда много дней провел в Крыму, я был на участке, где голосовал этот подонок Аксенов с украинским флагом там, и так далее. Но когда я вернулся прямо вот из Крыма, и в Одессе они пришли под облсовет, я все знал, что будет дальше. Да. Я просто все это видел, и я все... и я понимал, что нужно реагировать максимально жестко, и мы там, слава богу, и отстояли, и все. И почему? Потому что я все... Вот оно началось. Один и тот же, все, вот там, вот тут переехали. Та же пьеса. Та же пьеса, начали играть ее теперь здесь. А итог, ой-ой-ой. У нас программа подошла к концу. А ты знаешь, что в Крыму при жизни ставили Мольера, знаешь? Да, я читал это у тебя. Вот. Я этого не знал, я прочитал это в твоем блоге на «Украинской правде» сегодня. Общайся со мной больше, я тебе много. Я с удовольствием. Спасибо за поддержку. Спасибо тебе большое. При любой власти и в любое время. И спасибо большое, и крымлы, и украинцы, мы обязательно победим.